Zaman hayırlı olsun sevgili seyirciler. Onlar bize örnek programması. Bugün söylemeler sizi Dmitri Mavrodiad'ın liseyinden olmalı vardır gördüğünüz, işittiğiniz. Hani burada 2 yıldan ziyade aşan sonra bizim uşaklarımız, gençler hip hop oyunundan zanatlanırlar. Hip hop oyunu söylediğinden bugün sevgili seyirciler isteriz size göstermeye. Ne soy bir oyun, neyle o meraklandırır bizim uşaklarımıza yardımcı bunda bize olacak. Bu oyunların hazırlayan bir adam, Andrei Strato. Hip hop oyunu dediğinden sevgili seyirciler, biz bugün size savaşacağız anlatma. Neyle meraklandırır bu oyun gençleri, hem anlatacak bu işi bugün bu oyunları hazırlayan Andrei Strato. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Благодарю вас за то, что вы нашли время с нами сегодня пообщаться, и мы еще раз покажем нашим зрителям и нашему подрастающему поколению пользу и красоту хип-хопа. С удовольствием поделюсь с вами. Хип-хоп давно перестал быть просто танцем. Хип-хоп – это гораздо больше, чем просто танец или набор движений под музыку. С момента своего появления он стал особым языком общения молодежи, способом выражать свои мысли, эмоции и внутреннее состояние без слов. Эта культура зародилась на улицах Нью-Йорка среди молодых людей, которые через музыку, танец и творчество рассказывали о своей жизни, переживаниях, мечтах и проблемах. Со временем хип-хоп превратился в целую философию свободы, самовыражения и единства. Для многих детей и подростков это способ обрести уверенность и найти свое место среди сверстников. В Гагаузии это направление с каждым годом становится все популярнее, а помогает молодежи раскрывать себя тренер по хип-хопу Андрей Лира. И раз, два, три, четыре, и 5, 6, 7. Мотаем. По сложившейся уже традиции мы начинаем нашу программу с того, что герой нам рассказывает о своем детстве. Откуда вы родом? В какой семье вы родились и выросли? И какое образование получили? И, конечно же, не могу обойти стороной вопрос, почему танцы, а не какая-то другая, более современная или более востребованная профессия? Ошибочно считать, что танцы не востребованная профессия. Поэтому на этом пути не так много ты встретишь и конкуренции. Это факт, если ты настоящий профессионал. Поэтому профессия востребована только тогда, когда ты доказываешь людям, что она должна быть востребована. Поэтому вокруг себя я выстраиваю такую атмосферу, в которой моя работа ценится. Это так. Что хочу сказать. Я родился в городе Бендеры, старом красивом городе, в 1996 году. И там же в целом и вырос, там же и закончил школу. У меня высшее образование менеджмент управления персоналом. Это помогало мне в целом работать с аудиторией не только в качестве тренера, но и в целом как человека, который имеет возможность что-то посоветовать, чем-то помочь или, наоборот, как-то с людьми найти общий язык. Поэтому коммуникации, связи – это моя, наверное, самая сильная сторона, потому что Бог нам дал речь для того, чтобы мы умели договариваться. Поэтому, как настоящий джентльмен, я это стараюсь делать, а там уже как получится. Танцы – это не одна моя специальность, потому что я как настоящий мужчина должен понимать, что это все-таки какой-то из периодов моей жизни, но очень значимый период. И в будущем, конечно же, я это буду развивать, даже если не сам, то через своих учеников или, возможно, через своих протеже. Поэтому, например, у меня также есть такой навык, как режиссура. Я режиссер-постановщик, у меня есть образование в этой отрасли. И я стараюсь это тоже продвигать так, как могу, так, как есть время или как его на самом деле сейчас нет, его сейчас очень мало, учитывая весь объем нашей работы и то, какие проекты мы уже сделали. Но как только оно находится, я стараюсь и режиссуру тоже прокачивать. И третья моя основная специальность – это музыка. Я стараюсь выдвигать в массы свои проекты музыкальные, клипы, треки, ну и, возможно, разного рода творчество тоже. Вы помните те ощущения, когда вы впервые вступили на танцпол, если я правильно выражаюсь, и поняли, что мне это нравится, и я хочу, может, временно, как вы сказали чуть ранее, связать с этим жизнь?
Ой, да на самом деле из-за большого количества и объема той информации, того опыта, который у меня уже произошел, мне было достаточно сейчас. Ну, сейчас мне сложно вспомнить прям свой первый раз, но на самом деле я бы его точно где-то в памяти забыл, если бы у меня не осталось видео. Поэтому да, с 2012 года у меня сохранился один из проектов, который я как раз-таки и оставил в качестве памяти, напоминания того, как это было, мой первый чемпионат. И там есть даже фрагментики. Я помню, что тогда, на тот момент, в 2012 году, после чемпионата, ты не получал цифровой материал, ты получал его скопированный на еще дисках. На диске. Да, и первый в 2012 чемпионат, именно наше выступление, до сих пор помню, с Владом Руло. Мы участвовали в чемпионате, и там взяли первое место и в категории папинг. Если простым языком, то это что-то вроде робота. Покажем госпоже ведущей, что такое папинг. Она сама узнала. Готовы? Да. Госпожа ведущая, вы готовы? Да. Попробуем сделать. 1, 2, 3, потом внизу. 5, 6, 7. Готовы? Вверх, вверх, вниз, вниз. Еще раз. 3-й раз. 1. Еще раз. Молодцы. Вот очень часто бывает, что вот, допустим, сегодня для того, чтобы ребенок чем-то занялся, ребенка нужно в буквальном смысле слова взять за ручку, принести, познакомить с педагогом, заинтересовать каким-то образом. В вашем случае это был кто? Ну, в моем случае, на самом-то деле, я и сам тот человек, который привел себя в эту культуру, потому что дело не в танцах, дело в культуре. Сама по себе хип-хоп-культура, она очень большая, разносторонняя, включает в себя многомиллионную аудиторию, которая как раз-таки и показывает, что в этой культуре есть полезные программы. Эти программы могут быть как спортивные, эти программы могут быть как и духовные, эти программы могут быть как и да любые в целом, которые развивает человек. Поэтому в этой культуре 4 направления есть: граффити, диджеинг, бибоинг – это танцор, и МС – это ведущие. Как раз-таки было что-то интересное для меня. Человека, которому всегда был интересен стрит-арт или любое уличное направление. Сегодня для многих подростков хип-хоп – это возможность быть услышанными и понятыми. Через танец молодежь учится общаться друг с другом, работать в команде, поддерживать и чувствовать партнера. Здесь важны не только техника и движение, но и энергия, характер, эмоции и индивидуальность каждого человека. Именно поэтому хип-хоп особенно близок к молодому поколению. Он помогает детям и подросткам раскрыться, обрести уверенность в себе и найти круг единомышленников. В Гагаузии это направление постепенно становится частью современной молодежной культуры, объединяя ребят разных возрастов общим ритмом, музыкой и стремлением к самовыражению. Я пришел и понял, что здесь ребята и аудитория, и в целом этот народ заслуживает хорошего специалиста в моей отрасли, который может сделать так, чтобы у их детей была перспектива выступать. Потому что когда мы сталкиваемся с творчеством, то первый вопрос, который у нас возникает, это вопрос перспективы. Что в этом и что это даст. Потому что, к большому сожалению, еще, если вы знаете, более взрослое поколение, можно сказать, бабушки и дедушки, ты, конечно же, им не объяснишь, хоть ты очень даже сильно постараешься, что такое творчество, хип-хоп и как оно в целом помогает для твоего духовного развития, да и в целом, как оно помогает тебе двигаться в этой жизни дальше, то им сложно это объяснить. А новому поколению это делать легче. Почему? Потому что, я, наверное, один из тех представителей этой культуры, который показал и показывает на своем опыте, что это позволяет тебе расти, развиваться, взрослеть. И самое большое оружие человека – это здесь. Я это понимаю, и я это использую, потому что хочу, чтобы эта культура дарила радость остальным. Они это заслужили. Насколько хип-хоп как культура сегодня в мире востребована? На самом деле, очень сильно. Почему? Потому что мы видим, как и стиль одежды. Это очень свободно, это оверсайз, что-то широкое, потому что человеку надоело красивое, а теперь человеку интересно удобное. Удобно, комфортно. Да, удобно, комфортно. Мы видим кроксы, не будем их рекламировать, в любом случае обувь или одежда, которая больше выглядит, нежели как мешок.
чем. Вот я думаю, что как в одежде, как в музыке, как и в стиле жизни, как и в стрит-арте, как я еще раз о нем могу сказать, это, наверное, одно из самых крутых направлений граффити, которые вообще в целом существуют. Когда не просто где-то замазано каким-то логотипом какие-то буквы или слово, а когда ты видишь большую картину, которая выглядит на самом деле очень стильно и очень классно. Поэтому эта культура гигантская. Она обширна, она уникальна. Она бы не существовала так долго, если бы в ней уже не появилась своя собственная философия. Поэтому я могу сказать, что я видел, как культура взлетает, потом снова падает, потом снова взлетает, но могу сказать, что вот это и есть динамика. Если есть динамика, значит есть жизнь. По динамике на каком уровне она сейчас сегодня находится? Наверное, на пике? Нет, это не ее пик. Я уверен, что она еще сможет раскрыться в новом, но то, что она на таком взлете после ковида и после того, что было с этой культурой в момент ковида, как она очень сильно просела, вся хип-хоп культура именно в танцевальная, я могу сказать о ней, то сейчас она как раз-таки на таком взлете, возможно, уже даже стартанула с позапрошлого года. Это было очень хорошо, это было очень технично, это было так, как я это хотел видеть давно. Почему я сказала свобода движения? Потому что, вот, допустим, как абстрактный пример возьмем народные танцы. Танцует девушка кадынджу. Да, допустим. Она должна руку именно так вести и стойку именно так держать. А хип-хоп не обязывает тебе, чтобы твоя рука была под градусом 45 градусов, или я ошибаюсь? Если это не хореография. Потому что хип-хоп, он может быть в качестве хореографии также преподноситься. И мы называем это... хоряжники их так называют. Это очень талантливые люди, которые имеют способность запоминать именно те элементы, именно в такой подаче, именно с таким настроением, как, например, большие команды участвуют в продакшенах или в мини-группах или в формейшенах. Им приходится выполнять одни и те же элементы по 1000 раз для того, чтобы одно и то же движение выглядело отточено и синхронно. И тогда это уже ничем не отличается от роты почетного караула. У вас есть такая практика, мы видим ваших детей на таких Да, вот буквально совсем недавно, пару дней назад мы выпустили, могу похвастаться, кстати, уважаемые телезрители, для нас это огромный успех, потому что наших и ваших детей увидела вся страна. Мы участвовали в поддержке нашего молдавского артиста Сатоши, мы этому очень рады, и Сатоши нас тоже заметил, написал комментарий и поделился в сторис, наши дети были очень счастливы. Limba română, moldovano vero. Vibe-ul mereu Maria Mirabela. Focul din vatră, Doga, Vieru, Peace Europa. Asta la vista, asta e viața. Nu mai fi tristă, in vino veritas, vine Moldova. Noroc, Cincin, Terra Nova. Hey, hey, Republica Moldova. Hey, 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 hey. Viva Moldova, aloha, adio vida loca. Soroca, Europa, Palma de Mallorca. Saluti a tutti, Moldova is on duty. Современная молодежная культура активно развивается в Гагаузии. Хип-хоп становится частью культурной жизни автономии, объединяя детей разных возрастов. Стрит-арт и хип-хоп – это две части одной культуры, объединенные общим духом протеста, борьбой за самовыражение и стремлением заявить о себе. Именно это сегодня притягивает молодежь к хип-хопу, отмечает тренер.
Хотела бы поговорить немного о физической подготовке и о физической необходимости данного вида спорта, культуры, танца. Я думаю, что каждый человек индивидуально понимает то, что ему необходимо. Он ориентируется на свое самочувствие, на свои какие-то принципы, не знаю. Например, по-разному бывает. Бывают, например, религии, в которых нельзя танцевать хип-хоп. Бывают люди, которым здоровье не позволяет. Поэтому они ориентируются, это полная свобода. Хочешь – ходи, хочешь – не ходи. Как тебе угодно, так и делай в целом. Поэтому насчет необходимости я как тренер, конечно же, считаю, что ребенок в маленьком возрасте, он должен укреплять свои сухожилия, он должен укреплять свои мышцы. И для этого ему и полезно, потому что сухожилия перестают укрепляться уже в таком возрасте, по-моему, во взрослом возрасте они уже не растут, ты их уже не укрепишь, потому что с самого детства, когда ты бегаешь, когда ты растешь, они ведь тогда начинают развиваться и укрепляться, они становятся сильными, они становятся достаточно упругими для того, чтобы в будущем ты не имел с ними проблем, не бывало травм, в которых, например, если ты не занимаешься каким-то спортом, это очень много таких исследований, в которых говорится, что человек и ребенок, который в детстве занимается чем-то физическим, это развивает его все тело так, что в будущем ему не приходится сталкиваться с какими-то проблемами по здоровью. Особое внимание Андрей уделяет индивидуальному подходу к каждому ребенку. На тренировках важно не только выучить движение или поставить номер, но и помочь детям раскрыть себя, почувствовать уверенность и комфорт в коллективе. Тренер старается замечать особенности каждого ученика. Кому-то необходимо больше поддержки, с кем-то поговорить на понятном языке, кому-то помочь преодолеть стеснение, а кого-то наоборот направить и научить дисциплине. Благодаря такому подходу дети чувствуют себя свободнее, начинают верить в собственные силы и постепенно раскрывают свой потенциал. Как вы поняли, Саша у нас самый послушный парень, самый ответственный. Вы бы видели, как он танцует, Саша. Саша, покажи. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Давай, похлопаем, Саня. Саня, ну ты красавчик. И ручки, 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 ручки раскрылись, закрылись и раскрылись, закрылись. Дальше схватили. Раз, удар, два, удар. Хорошо. Итак, господа, вдох, выдох. Amelia, n-ai văzut? Bine. Hai spune-i și din microfon încă o dată. Cum te cheamă? Amelia. Câți ani ai? 4 ani. 4 anișori ai? Ești bravo! Și eu ca antrenor trebuie să știu limba de stat, de atât că eu am copii care nu înțeleg limba rusă. Asta este important, nu pentru mine, dar pentru dâns. Ți-i place? Da? Tare? Ai dormit azi? Ai mâncat azi? Nu ești obosită? Hai bine. Dacă nu ești obosită, teta și bravo. Hai, oameni buni, люди мои хорошие. На сегодняшний день школу танца хип-хоп посещают 3 группы детей различных возрастов. Многие из них подчеркивают, что хип-хоп – это не просто увлечение, а нечто большее, с которым они планируют связать свою жизнь. Мне нравится, намного больше опыта стало, и я более стала синхроннее и больше запоминать стала быстрее. Я танцую не ради для популярности, я танцую для себя. Я занимаюсь 2 года, и мне очень нравится. Я участвовала в батле, очень крутые батлы были, вот прям вообще очень круто все было. После этого я приняла решение, что я останусь тут. А ты планируешь заниматься в дальнейшем тоже этим видом искусства? Да, То есть ты хочешь стать? стать чемпионом мира. Идеальная тишина, максимальное растворение в музыке и в движении. Посмотрите на глаза этих детей. Дети – наше топливо. В любом случае, вы как мама, я как тренер и другие взрослые люди понимают, что ничего не заменит для хорошего родителя улыбка ребенка, который находится в этот момент счастлив. Потому что родитель, как никто, понимает, насколько в этой жизни тяжело бывает. И он хочет, чтобы именно в этот момент жизни ребенка он чувствовал себя беззаботно. И это есть прелесть, это есть радость, это есть счастье. Поэтому я как тренер тоже понимаю, что они скоро вырастут в будущем, они столкнутся с проблемами
какого-то характера. Поэтому сейчас все, чем я могу помочь, это только сделать так, что в этом еще не окрепшем мозгу или уже окрепшем мозгу, там по-разному они себя ощущают, по-разному все говорят, появляется мысль о том, что для того, чтобы чего-нибудь достичь, вы должны чем-нибудь пожертвовать. Это может быть либо время, либо силы, либо концентрация, либо внимание. Факт. И только тогда они понимают, что в этой жизни ты должен что-то дать. И, возможно, эта дисциплина, которую мы нарабатываем здесь, не просто поможет ему в будущем, а сделает так, что он где-то в чем-то будет победителем. Но он никогда не забудет, что это ему досталось не просто так. И это надо ценить. Школу хип-хопа, которую развивает Андрей Лира, посещают уже более 120 детей различных возрастов. А еще несколько лет назад такая цифра казалась почти невозможной. Тогда идея создать в Гагаузии полноценное пространство для современной уличной культуры многим выглядела слишком смелой и даже заоблачной. Сейчас у меня тренируется около, если быть точным, 127 человек. Вот уже какое-то время, да, эта цифра пока что не меняется, но ничего. Я думаю, что она в скором времени перерастет за 140, потом за 150 и до 200. Но это довольно-таки немаленькая цифра. Да, это уже не кружок, это система. И система, которая отлажена как швейцарские часы. Дисциплина моих детей иногда достигает, мне кажется, дисциплины только олимпийской сборной. Я вам клянусь. Например, я сегодня даже дам задание перед тем, как у меня зайдет сегодня, не этот состав, а следующий. Я выйду в коридор, вы увидите там идеально выстроенные кроссовки. Идеально. Они прекрасно понимают. Не то, что тренер перфекционист, а потому что с этого и начинается работа. Дисциплина. Да. Мы видим вот здесь стенд, на котором висят медали и кубки. И шишки там, и дети мне приносят камни из моря, и ракушки, и все, что хотите. Да, там у меня неинтересно. Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Вы принимаете участие в фестивалях, соревнованиях, и это результат вашей работы, в первую очередь вашей, как тренера. Это часть моих наград, потому что я, как самый добрый тренер, видя грустное лицо ребенка, не мог не подарить ему медальку, которую я сам заслужил. И вы знаете, я не жалею никогда о своих решениях, но о том, что нужно было, наверное, их складировать. Я же тогда, когда это делал, не думал о том, что когда-нибудь, возможно, я повешу их в собственной студии, в которой буду преподавать детям, для того, чтобы они этого видели. А так, это часть в категории профессионалов. Фактически здесь я не участвовал в новичках, я участвовал всегда в более высоких и более сложных чемпионатах или мероприятиях такого плана. Поэтому все, что медали здесь есть, они реально заслуженные именно через вот этот труд, упорство, работу и постоянный конфликт и разговор с самим собой. Андрей, а за все эти 2 года не было разочарования? Не было момента, когда хотелось все бросить, оставить, уехать? Ой, вы знаете как? Я думаю, в любом случае у нас у всех есть тяжелые периоды какие-то нашей работы. Бывают легкие, бывают веселые, бывают счастливые, бывают несчастные. Это жизнь, я это понимаю, я это принимаю. Но когда-то я сейчас на самом деле, учитывая весь тот объем и работу, которую я провел за 14 лет танцев, сейчас, наверное, один из самых лучших моментов моих танцев, которые есть. Поэтому мне есть с чем сравнить. Я понимаю, как оно было, и я вижу, как вы сказали, глаза детей, которые понимают, что они хотят продолжать заниматься этим дальше, и для этого им необходимо создать эти условия. Я очень чувствую развитие, сколько я занимаюсь. Если первые 2-3 месяца не так сильно было заметно, а то, что я сейчас танцую и вижу, что смотрю, что танцевала 2 месяца 3 назад, я прям в шоке, как я развиваюсь. Мне очень нравится эта команда, я вижу развитие. Я вижу, когда я пришла, ничего не умела, но я была в 2 коллективах, я занималась народными танцами 8 лет, и сейчас я хожу 6 месяцев сюда, и мне очень нравится, как преподает тренер, как разговаривает, как преподносит материал, информацию. Я вижу развитие в этой команде, поэтому именно я здесь тренируюсь. Я сюда хожу. Я не хожу, потому что меня сюда принуждают или меня заставляют родители. Я хожу по своему желанию и по своей личной инициативе. Мне очень нравится заниматься хип-хопом, потому что я вижу свой рост, я вижу
свое развитие. Как сказал мой тренер, это намного лучше, чем сидеть дома в телефоне. Я здесь развиваюсь, я здесь провожу много времени. И думаю, тоже, как он сказал, если бы у нас были ключи, мы бы здесь ходили, бы сюда занимались каждый день здесь был. Танцами я занимаюсь, потому что, во-первых, это моя инициатива. У меня никогда не было такого, что меня куда-то заставляли ходить. И танцы для меня это стимул к чему-то, добиваться каких-то высот. И, допустим, после школы я устаю, но вот танцы мне, наоборот, помогают отдохнуть и понять, насколько танцы для меня важны. И, то есть, танцы – это способ отдохнуть не от всего нагрузочного дня вот этого. Вот я сегодня задавала вопрос, тренер с вами на одной волне или вы с тренером на одной волне? Вообще, мы все друг друга дополняем тем, что тренер иногда может что-то нам сказать, мы это воспримем как шутку, и мы можем дополнить эту шутку, и нам становится всем интересно, и мы продолжаем дальше диалог. В марте 18-го было 2 года. Ого, с самого начала, получается? Да, да. И вот меня подтолкнули мои подруги, они первую тренировку пошли, потом я увидела, и мне понравилось, хотя я вообще не занималась танцами, мне это не привлекало никак, но я посмотрела один раз, мне понравилось, потом я на вторую тренировку пришла и вообще очень вдохновилась, мне очень понравилось, вот не хочу никак бросать, вот я хочу стать тренером каким-то, может, и тоже добиваться успеха, как Андрей Георгиевич. За 2,5 года вокруг хип-хопа в Гагаузии начала формироваться настоящая команда единомышленников – детей, подростков и родителей, которые увидели в танце не просто модное увлечение своих детей, а возможность для развития, самовыражения и общения. Как вы думаете, через 5 лет хип-хоп в Гагаузии на каком уровне будет? Узнает ли о нас в мире? Давайте так. Я не знаю, что будет через 5 лет, потому что я не знал 5 лет назад, что будет сейчас. Поэтому оставим это. Хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Понятия не имею, что будет с хип-хопом в Гагаузии, но то, что я буду делать все возможное для того, чтобы это развивалось дальше, приобретало новые краски, новый смысл, новых людей, новые возможности, новые перспективы – это факт. Сегодня тренировки собирают полный зал, а интерес к направлению продолжает расти. Для многих детей это стало местом, где они могут раскрыть себя, научиться дисциплине, почувствовать поддержку коллектива и найти друзей. И именно это, по словам тренера, является главной победой, когда хип-хоп становится для молодежи не просто танцем, а частью их жизни и культуры общения. Все. Вы свободны!